Assalomu alaykum qarindoshlar. Meyada Yuriy Vasilievich degan o'ris tavatıdı. Uyg'urlarning yerini hozir Vostoch Sharq Turkiston deb ataydi. Asli ular Uyg'uriya, Uyg'uriston degan ya. Bu madaniyatning o'chig'i bo'lgan Yevropaliklar kitob besishni o'ylab chiqarishdan 100 yil burun Uyg'urlar kitob besib chiqargan. Xitoylarning madaniyatiga, san'atiga, musiqa turlariga va boshqa shaharlarni qurish va boshqa taraflardan Xitoy madaniyatiga nihoyat cho'ng ta'sir qilgan Uyg'urlar bo'lgan deydi. Uyg'urlarningki tarixiy madaniyati dunyo madaniyatiga qo'shgan assi nihoyat cho'ng. Uni 49-yili Xitoylar besib Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu degan atni berdi. Asli ularning yeri Uyg'uriston, Uyg'uriya deb tarixda shundoq minglagan yil atilib kelgan. O'rislar chig'ida mana biz to'g'riliq so'zlab atdi. Sarang bo'lmanglar Uyg'urlar, yeringlar Uyg'uriston, Uyg'uriya deb. Endi buningga nima deymiz kitan biz Uyg'urlar. Endi mayaqda ko'p narsalarni so'zlab ketibdi. Men qisqacha so'zligim shu. Вкусное путешествие с Юрием Вязанкиным. Родину уйгуров называли Восточный Туркестан, Уйгурия и Уйгурстан. Уйгуры – 10-миллионный тюркский народ с богатой историей, со своей письменностью и опытом государственности. Сегодня уйгуры являются национальным меньшинством Китая, а их земля – автономным районом Китая, Синьцзян-Уйгурским. В 1949 году коммунистический Китай вторгся в Югурстан и аннексировал эту территорию. Уйгуры – прямые наследники гуннов. Они были известны как грамотный народ. Уйгуры печатали свои книги за сотни лет до того, как Гутенберг изобрел свой печатный пресс. Средневековая уйгурская культура оказала очень сильное влияние на китайскую поэзию, литературу, театр и музыку. Китайский посол в Югурстане писал в своих мемуарах: «Я впечатлен обширной цивилизацией. Красота храмов, статуй, башен, садов, зданий и дворцов неописуема. Уйгуры очень искусно делают изделия из золота и серебра, вазы и кувшины. Некоторые говорят, что Бог вселил этот талант только в этот народ». Для того, чтобы почувствовать себя настоящим уйгуром, для этого совершенно необходимы поющие мертвецы пустыни Тахла-Макан, более известные как таримские мумии. Они были названы поющими, так как мумифицированные тела некоторых из них были найдены с открытыми ртами. Нужны минарет правителя Турфана Сулеймана, уйгурское поселение Таюк, которое почитается мусульманами святыней. В центре деревни возвышается древняя мечеть, по возрасту превосходящая знаменитый минарет Эмина, изюм, седла и кинжалы, развалины древней уйгурской столицы Кара-Хаджа, и ко всему вышеперечисленному остается добавить что-нибудь кулинарное. Допустим, дамлиму. В большую утятницу уложите слоями порезанную на кусочки говядину жиром вниз. Посолите, поперчите, посыпьте семенами кинзы, тмином, красным и черным перчиком. Сверху положите слой нарезанными кольцами лука. Посолите, поперчите. Далее слой нарезанной кружками моркови. Посыпьте его куркумой и посолите. Далее слой баклажан, порезанных кружками. Посолите, положите барбарис. Слой болгарского перчика, слой помидоров, слой картошечки, также порезанный кружками, посыпая все солью и перчиком. Закройте сверху все капустными листьями, крышкой и поставьте на маленький огонь, не открывая 3 часа. Приятного вам уйгурского аппетита! Живите вкусно!